еще раз на камеру. Я представляю чеченскую общественность Европы, также являюсь председателем ассоциации чеченских институт Парижа. Скажите, пожалуйста, что может конкретно, что может россиянам? Интересно, россиянам поэтому. Не могу себя ассоциировать с российским обществом, так как не считаю себя российским. Я гражданин оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Но вопрос ваш, конечно, к месту. И мы приехали на этот форум, впервые приехали в таком большом количестве, с большой делегацией. Приехали именно потому, что у нас есть большие ожидания от этого форума. Именно мы хотим надеяться, что этот форум послужит, может быть, станет поворотным моментом в сознании россиян ключевой роли чеченского вопроса в судьбе российского народа и вообще России как таковой. Что я имею в виду? Поясню. Мы помним, с чего начиналась путинизация России. Она начиналась с карт-бланша на завоевание, освободившееся от оккупирования Чеченской республики Ичкерия. Вот в этом чеченском вопросе и кроется, находится, если так сказать, Кощеева игла путинизма. Почему россияне этого не понимают и всячески это игнорируют? Вот мне это непонятно, я буду пользоваться любой возможностью, чтобы поднять этот вопрос на этом форуме. Я хочу, чтобы нас услышали, и чтобы россияне поняли это и поняли также безальтернативность движения к беспутинской России, свободной России, совместно с чеченским, здоровым чеченским обществом, с чеченцами Европы, свободными чеченцами Европы и с чеченцами, протестующими против оккупационной власти в Чечне. Вот так. Спасибо. Все-таки начать с другой темы, которая идет вот есть такое понятие, как кадыровщина, кадыровская Чечня. Раздавались и раздаются призывы отгородить, прекратить. Говорят, что кадыровщина это чуть ли не враг России, что идет чеченизация России. Я думаю, что все об этом слышали. И в этом есть большая доля правды. Не отпустить в свое время Чечню, недавно в Чечне заслуженное право законно обоснованное, которые таким настроем все необходимые этапы, в том числе советским, весь этот процесс был соблюден высоким образом. Несмотря на это, Россия захотела удержать но еще больше ценой потери своего собственного шанса на развитие, на европейский путь и на развитие своей страны, своей демократических институтов, гражданского общества и доведения реформ до конца и так далее. Вот вы говорите, есть ли какая роль Чечни в этом вопросе? Конечно же, исходя из того, о чем вы только что сказали, конечно же, видится, что роль Чечни здесь ключевая. Почему? Если путинщина началась в Чечне, если восхождение Путина и вообще вот этот поворот, путинский поворот поздней ельцинской России, которая уже была завязана в чеченской крови, да, но был шанс привлечь Ельцина за военные преступления к ответственности, посадить десяток, 20 генералов и очиститься, покаяться и очиститься, соблюдая вот этот договор, соблюдя договор, подписанный между Масхадовым и Ельцином в 1997 году. Был этот шанс, да? Но путинщина перечеркнула, растоптала и этот шанс, и сейчас привела страну в совершенный тупик, выход из которого лежит, ну, наверное, через большую кровь, что мы не хотим, в первую очередь мы, чеченцы, этого не хотим. А вот смотрите, допустим, завтра Владимир Владимирович Путин заявляет чеченцам денег нет, держитесь здесь. Самая первая реакция какая будет? Ну, я думаю, что
если такое заявление, хотя мало верится, прозвучит, то, ну, во-первых, это будет означать, что Путин сошел с ума, потому что ну, он взрастил себе черносотенцев, новых черносотенцев в лице Кадыровской Чечни. И Кадыровская Чечня, то есть Кадыровская оккупационная администрация Чечни, да, она привязана, намертво привязана к своему сюзерену, и это понятно. Но если вдруг что-то щелкнет в голове, и он это скажет, то я думаю, что Кадыров и его клика не продержится в Чечне и неделю. Это будет освободительное, тут же освободительное движение, и закончится тем, что вот это освободительное движение даст цепную реакцию и перекинется на российское общество. Я так считаю, я глубоко в это верю, и доказательством этому то, что мы находим общий язык, свободные представители русского народа и свободные представители чеченского народа. Мы здесь встречаемся, находим общий язык, мы обсуждаем общие темы, мы осознаем единство нашей исторической судьбы и совершенно, да, вот, свободно ведем диалог. И, знаете, я не вижу никакой альтернативы движению, совместному движению к свободной России и к свободной Чечении. Спасибо. Пожалуйста. Очень хорошо. Замечательно. Через Кадыровский народ получает то есть это как бы расшифровки, почему поддержка Кадырова. Сейчас украинские Да, пожалуйста. Еще одно дополнение, когда мы говорим о Кадыровской Чечне. Мы должны понимать, что феномен кадыровский, он вообще как бы, он является прямым порождением вот этой реальности оккупации. То есть народ, которого лишили возможности дышать и напялили на него какой-то уродливый противогаз, или не знаю, кидалку, и дали дышать ровно столько, сколько вот этот противогаз позволяет. Да? Вот это и есть Кадыров. Кадыров, если вы хотите, сам по себе неплохой парень. Он исходит из реальности, которая есть. Он по-своему отстаивает интересы вот того народа, который у него остался в этой оккупированной стране. Он вцепился в вот этот источник ресурса, который у него есть. Он всячески пытается как-то в обмен на лояльность, политическую лояльность, обеспечить какой-то порядок вот в этой подведомственной своей территории. Это вот такого рода виши, понимаете? Это вот своего рода виши, и винить кадыровское правительство и вешать на него всех собак. Вот сейчас, то, что мы сейчас замечаем, особенно в либеральной среде российской оппозиции, даже когда даже вот Ганушкина говорит о том, что вот в Чечне все за Кадырова, и там вот только вот кадыровское слово, и все за Кадырова. Это искаженное понимание реальности. А что предлагаете народу, которого поставили перед дилеммой или любить Кадырова, или потерять жизнь, дом, родину? То есть надо вот эти вещи понимать. Я бы хотел обратиться к российской общественности и к свободным русским. Я называю их свободными русскими по аналогии со свободными французами в 1940 году. То есть с этих нескольких тысяч свободных французов родилась свободная Франция, которая сегодня существует. Я верю, что примерно такое же может повториться и вырасти с этого форума. Так вот, я бы хотел обратиться к свободным русским с приглашением действительно вдуматься и понять вот эту истину.
Нету кадыровской Чечни. Есть оккупационная администрация, возглавляемая Кадыровым, который в силу своего интеллекта и в силу обстановки, в которой он находится, пытается решить минимум проблем подведомственного оккупированного народа. Его можно обвинять во многих грехах, но поворачивать внимание с путинской России на кадыровскую Чечню я бы не советовал этого делать, хотя бы только потому, что кадыровская Чечня есть одно из последствий путинизации России. Вот это я хотел бы подчеркнуть. Спасибо.